Парень, который не может поднимать 50 килограмм, дайте ему 100 килограмм. Что он получит? Травма. Травма. А теперь, парень, который $500 зарабатывает, брал кредит на 100 тысяч долларов, что он получит? Травма. Вот что он получит. Больше ничего. Он получит конкретную травму. Кто из вас знает таких людей хоть разу? Знаете таких людей? Видели? И немало, правда? Поэтому лучше сначала чуть-чуть образование развивать, а потом это делать. Так же легче. Правой руку поднимем, повторим за мной. Надо учиться о деньгах до того, когда они появятся. Чтобы когда они появились, можно было их сохранить и приумножить. Учитесь о деньгах до того, когда появится. Самая последняя вещь, которую скажу вам, вот она. Если вы по этой системе работаете, вы никогда не попадете в долгах. Понимаете? Если вы будете по этой системе жить, вы не попадете в долгах. Потому что система оберегает вас. А если вы уже в долгах, система помогает выбраться из долговой ямы. Это здорово. У меня было очень много долгов. Я был в долгах около $3 миллиона. Я был самый неудачный в долгах. Это словами не передавать. Меня унижали как смогли. Меня оскорбляли. Угрожали. Я видел всех. И рекетеров, и финполиции, и КГБшников. Кого только не видел. Я пережил очень много. Вот, что я показываю вам. Я завтра покажу, правда? Я завтра покажу. Кто из вас планирует, например, через год 2 раза больше зарабатывать? Хотя бы через год 2 раза больше дохода иметь. Да? Кто из вас планирует или намерение, что через 2-3 года у вас был капитал 5 раз больше, чем сейчас? Да? Кто из вас, если долги кредиты имеет, хочет избавиться от них через года 1,5-2? Да? Кто из вас хочет иметь денежный поток, который растущий доход хотя бы через год? Вот, завтра я научу этому. Я именно этого буду учить. Я пошагово буду показывать, как эти вещи можно делать. Очень много будет практика. Очень много. Когда вы здесь будете со мной вот это все вещи разбирать, делать, вы быстрее поймете. У вас система, когда наладится в голове, вот такая работа. Вы мой народ, и я буду вкладывать полными силами. Ради чего это все учу? Зачем мне это надо по-другому? Ради этого. Если Аллах даст, среди вас 10-20 классный бизнесмен видит, здорово, построить несколько тысяч рабочих мест. Это очень важно помогает. Вот. Самая важная вещь, что дает эта система. Освобождает мозг от нужды. Посмотрите сами, как работают наши мозги. Как он работает, наш мозг. Вот. Я иногда делаю такой вот тренинг. Давайте делаем все вместе. Вот. Возьмите руку. Все вместе возьмем руку. Возьмите. Вот так держите, пожалуйста. И возьмите вторую руку. Вторую руку. Вот так держите его. Держите. Крепко держите. А теперь попробуйте внутреннюю руку открыть, а сверху крепко держать. Делайте. А теперь 2 раза сильнее делайте. Не получается? А 10 раз сильнее. Все равно не получается. Внимание обратите. Вот это ваш талант. Вот это Аллахом дано ум. Вот это талант. А вот это повседневные заботы и нужды, проблемы. Они так захватывали ваш мозг, что, понимаете, вот так. И постоянно придется только думать о проблемах. Вы давным-давно тот лев, который я сказал. Но нужно победить нужду, чтобы быть свободным. Это очень важно. Знание о деньгах помогает справиться с этой задачей. Вот. Несколько вещей расскажу вам о книгах, потом пойду дальше. Начните читать мои книги с книги «Стратегии мышления богатых и бедных людей».
Вот она на русском, и вот она на таджикском. Вы если на русском почитаете, на русском читайте. Если на таджикском. Позаботьтесь, чтобы эти книги у вас было дома, ребята. Это настоящее богатство. Они очень сильно помогут всей вашей семье. Найдите, читайте книгу Мамвапуль. Это вообще, вот эта книга, это сокровище просто. Вы обязаны эту книгу почитать и каждому члену своей семьи отдать. Братьям, сестрам, родственникам, друзьям. Потому что в этом книге, я вот здесь, вот именно на этой версии, 50 чем-то страниц я писал только для нашего народа. Я написал здесь психологию нашего народа. Именно те вещи, которые мешают нашему народу, не дает. Ребята, когда дело касается нации, когда дело касается Родины, оставь в сторону свое мнение. Оставь в сторону свои амбиции. Делай только то, что выгодно всю народу. То, что выгодно всю Родину, это выгодно всем. Так? То, что выгодно всему народу, это обязательно выгодно и тебе. Оставь в сторону свои личные мнения, свои мясничества, свои капризы, свой, можно сказать, взгляд. Оставь в сторону. Вот это ссоры, непонимание надо ставить в сторону. А делать то, что для массового народа полезно. Если она полезна для массового, и для тебя автоматом полезна. Также изучайте эту книгу. Там колоссальные знания вы приобретаете себе. У кого есть дети, изучайте вот эту книгу. Мой гениальный ребенок. У кого есть дети, поднимите руку, пожалуйста. А кто хочет их сделать? А что, не собираетесь? Изучайте эту книгу. Эта книга написана для родителей, не для детей. Пока сами не читали, детям не давайте. Потому что некоторые наши ученики что говорят? Они отдают детям, потом дети читают, приходят: папа, это классная книга, но только видели это все наоборот. Читайте эту книгу сначала самому, а потом рекомендуйте своим детям. Хорошо? Это очень важный момент. Вот эта книга читайте. Что не знает женщина мужчина, что должно знать мужчина женщина. Они и на таджикском есть, и на русском есть. Найдите эту книгу, обязательно изучайте. А почему? Потому что вы работаете с людьми. Вы не можете в одиночке построить семью. Вы не можете в одиночке стать успешным. Почему? Потому что вам придется работать с людьми. А люди кто? Либо женщина, либо мужчина. Это очень важно, эту книгу хорошо изучать. Понимаете? Внимательно изучайте эту книгу, потому что кто такой женщина? Она может быть ваша любимая жена, может быть ваша начальница, может быть представитель государства. Она может быть ваш клиент. Понимаете? А кто такой мужчина? Ваш брат, ваш начальник, ваш партнер и так далее, ваш поставщик. Внимательно изучайте эту книгу, вы поймете, как с ними работать и так далее. Есть на таджикском и есть на русском. Какой вам подходит, то изучайте. Изучайте вот эту книгу «Духовный закон и богатство». Одна из моих самая лучшая книга. Честно скажу вам, это сокровище просто. Его прочитайте обязательно. Есть кто-то, кто прочитал эту книгу? Вы его прочитайте в обязательном порядке. Потому что вы верите, что ваши моральные ценности большую роль играют для достижения успеха? Так? Прежде всего, люди хотят иметь дело с человеком, а потом все остальное. Внимательно изучайте это вам поможет. Кто из вас занимается сетевой маркетинг? Есть кто-то, кто сетевой маркетинг занимается? Изучайте вот эту книгу «Деньги в сетевом маркетинге». Она поможет вам построить хороший бизнес в сетевом маркетинге. Понимаете? Это как красный свет, черный свет, синий свет. Кому-то нравится красный, кому-то зеленый. Не надо игнорировать сетевой маркетинг. Это один из моделей, который дает доступ людям, которые у них нет стартового капитала. Но для этого надо чуть время, чтобы вы построили этот бизнес. Не игнорируйте. Вы должны учиться любовь. Вы должны быть открытыми. Понимаете? Когда вы процветаете, когда вы открытие сознания имеете. Например, когда открытие сознания имеет человек, он воспринимает наставление. Так? Насихат кунат, насихат кабуль мекунат. Открытие сознания. А если сознание закрытое, он игнорирует, отрицает, он смеется, понимаете? Он думает, что как будто без этого обойдется. Вот опасность в этом. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Все то, что человек не понимает, он отрицает.